Митинг в Варшаве 14 декабря в день оглашения приговора Николаю Статкевичу, Сергею Тихановскому, Владимиру Цыгановичу, Игорю Лосику, Артему Сакову, Дмитрию Попову прошел тяжело. Горько принимать всю трагедию, которая происходит в Беларуси. Всем здравствуйте. Во-первых, я очень рада, что нас хоть и не так много, как хотелось бы, но люди сегодня пришли. Я думаю, что это только технический момент, что нас не так много, потому что я хотела бы выразить слова благодарности вам за то, что вы не забываете, что это очень важно. Я хотела бы выразить слова поддержки женам этих людей, которых сегодня осудили незаконно на какие-то немыслимые сроки. Этот суд нельзя назвать судом, это можно назвать только судилищем. Я не понаслышке знаю, что такое быть близким человеком заключенного, неважно, политического или нет, даже в данном случае. Это очень тяжело морально, и я хотела бы сказать женам наших ребят в первую очередь: держитесь, пожалуйста, берегите себя. Мы все будем бороться за их свободу, мы будем продолжать свои действия. В первую очередь мы должны поддерживать политических заключенных. Самое маленькое, что мы можем сделать, это писать для них письма, чтобы поддерживать их моральный дух. Я очень всех прошу на каждых акциях не забывать об этом, что мы можем это делать. Мы все еще можем их поддерживать любыми доступными способами. Еще раз спасибо вам большое. Вы большие все молодцы. Живи Беларусь! Никак не отреагировали на приглашение послы стран ЕС. Но это понятно. Люди-то занятые. Им сложно выкроить время между общением со Светланой Георгиевной. Посол Беларуси тоже не появился, но вряд ли в этом виноват график его встреч с Тихановской. Хотя кто знает. В связи с тем событием, которое происходит в Беларуси, в связи с таким судом, в кавычках, я считаю, что послы стран могли бы выразить свою какую-то точку зрения и посетить наш митинг. Зато пришло 6 поклонников мудрого Путина, один из которых устроил цирк с микрофоном, заявив: «Не нравится политика штаба? Идите, встречайтесь сами с главами государств. Кто же вам мешает?» Чванство этого Андрейки-штабиста и байсоловца поражает, хотя риторика знакомая, та самая, которую мы слышали уже 27 лет. Работает? Слышно хорошо? Да, люди некоторые говорят про то, что делается недостаточно. Или здесь можно слышать о том, что кто-то не согласен с той повесткой, которую задает лидер. У меня просто есть вопрос. Как вы видите, то есть что по вашему мнению должно делать лидеры? Вы говорите про освобождение всех политзаключенных, но у меня вопрос. Вы считаете, что сейчас Светлана Тихановская сделала недостаточно для того, чтобы они были освобождены? Так, недостаточно. Мало. Возможно, то есть вы знаете... Нічого мало. Мало робить. Мало. Хорошо, если вы считаете, что делается мало, как вы видите эту ситуацию, какие у вас... Что надо делать? Назвать Россию террористом. Нет, подождите. Нет, от всех лидеров. Латвушка, Тихановская, можете сказать, назвать спонсора треба. Штаб террорист. Подождите, но на международной арене, то есть твердится абсолютно то же самое. Все лидеры призывают к тому, что политзаключенные должны быть освобождены, а санкции введены. Светлана Тихановская в своем интервью четко заявила о том, Проблема не в дроздах, а в первоочередной задачей является освобождение всех политзаключенных. Это основная повестка. У меня вопрос. Каким еще образом вы считаете, можно освободить политзаключенным,
если не тем, что сейчас наши лидеры делают. Опять же, я вам сказала. Это Путин тримає нашу Санкции связь. вводятся Против уже России многими не государствами. будет. Хорошо. Как раз таки Путин. отменены санкции Кремль против закрывает. России, против Путина. А Тихановская Вы имеет право считаете, говорить что о это всего проблема народа. Это лидеров проблема. Беларуси? Это Добре, проблема. давайте не свариться. Ладно. Вы считаете, конкретно это проблема лидеров? Можно не Вы не забирать слышите ответ. Вы пытаетесь Ты говорить. все равно без микрофона отдай, какая разница. Давайте позже. Сядри, не сваритесь. Я разговариваю, поэтому не надо меня вырывать Вячеслав, микрофон. полтора часа, почекайте. Люди, то есть объективно, расскажите мне, пожалуйста, как вы видите решение. Если отменяют санкции против России, это проблема лидеров Беларуси? Слова мимо. Мимо. Нет, вы Тихановский вот на данный момент прослушали, что мимо. А вот вы сейчас правильно говорите. Вы от меня требуете, а сами ничего не Требуем, А Шура правильно сказал. Давайте начнем сами с себя. Если мы начнем делать сами, тогда будет дело. А Тихановский делает то, чего мы не делаем. И близко, и 1%. Просто да, здесь типа, рассказывается про какие-то методы, что политзаключенные должны быть освобождены в первую очередь. Это правда. Если у вас есть, например, способ, вы видите это решение по-другому, почему бы вам не начать встречаться с международными лидерами и предлагать им свои решения? Это не сложно. Мы ей дали мандат, мы ее выбрали А лидером. что вас конкретно не устраивает? Может кто-то подойти и рассказать, что конкретно в действиях не устраивает? У меня вопрос есть. Нет, пускай человек скажет. Не... Ну, открытый микрофон, ребят, действительно, каждый имеет право Вячеслав, говорить. пускай скажет человек. Пускай скажет. Пускай скажет. Слава, сегодня открытый микрофон, каждый имеет право говорить. А мой вопрос. Хорошо, я начала вас. Говорите, что ты имеешь право. Меня нет. Тогда, получается, вас не поняли. Что вы конкретно предлагаете? Конкретно предлагаю. Требую. Значит, Тихановский. Да. Давайте дадим слово, пусть она ответит, и потом я... Конкретно. Светлана Тихановская заявила, что Россия является мудрой, Москва конкретно мудрый, и Путин мудрый политик. Так вот, именно из-за этого политика сейчас происходит поддержка Лукашенко. Мало того, этот мудрый политик, все те вещи, которые были проведены в Беларуси, сейчас внедряет в своей России. Ни на одном саммите она не требовала, ни на одной встрече, прошу прощения за ошибку, ни на одной встрече она не требовала введения санкций против Путина и его верхушки. Именно конкретно это я считаю необходимо провести. Именно это будет действенным для освобождения наших заложников, а они заложники. Именно вот это. Вот, да. По поводу необразованности, пожалуйста, не надо. Второе. Светлана Тихановская никак не реагирует на требования общаться с народом. Не надо рассказывать, что она общается со всеми вами. Это конкретно личное мое впечатление. А знаю я уже его давным-давно. Третье. Светлана Тихановская как лидер или представитель белорусского народа почему-то очень хорошо забыл про Николая Статкевича. Это правда. И я за свои слова отвечаю. Про Николая Статкевича она благополучно забыла уже на период предвыборной кампании. Про своих доверенных лиц, которых арестовали в Гомеле, по обвинению в захвате зданий. Это опять же мое личное мнение. Не мнение партии, не мнение человека, который представляет партию. Она благополучно про них забыла, она слова не сказала. Обвиняли ее доверенных лиц. Показывали нарезанные лоли. Хотите победы?
Просто сейчас получается действительно вы разделяете нас. Что вы понимаете, от отказаться Тихановской? Нет, я не предлагаю отказаться от Тихановской. Я предлагаю диктовать то, что должна она обсуждать на своих встречах. Именно это я и предлагаю. Пожалуйста, напишите мне обращение. Подпишите. Я услышал много слов, где было личное мнение, но ни одного аргумента. Потому что это правда. То есть, если мы уже говорим про мнение, я считаю, что Светлана Тихановская делает, все возможное. Это тоже мне. Я говорю сейчас, что это За это мнение. время ничего не сделано. Что это мнение, я говорю, это я как бы обозначил. Но далеко не все люди являются экспертами. У них политики. Знакомая Лукашинская. Послушайте, вас он не перебивал. Дайте ему сказать. Вы как раз таки перебивали. Нет, никто вас не перебивал. Как раз таки В чем дело? То есть я просто ответил, у меня есть, то есть, как бы в этом плане знания, опыт. Я учился в этой сфере, я расскажу вам одну такую вещь, что санкции против России не вводятся, потому что Светлана Тихановская не говорит их вводить. Существует гораздо Вы больше. сейчас сделали Вы то, можете что меня не перевернули перебивать. слова мои. Как Вы же меня перебиваете. Как я могу, вот, например, говорить, если стоит женщина вот справа от меня перебивает, слева мужчина пытается... Ребята просчитались. Картинка получилась не такая, как хотели, но достигла главного. Митинг был испорчен. Смотрите. Шановні господарство, сьогодні всі собралися для того, Значит так, меня Менску так само ГБшники спробовали перекрикивать. Сегодня мы собрались для того, как подтримать белорусских політв'язнів. Да, і Кириласки, треба ганятися. Спокійно, треба це засудити побольше. На ту ситуацію. Ну, великий жаль, Беларусь чекає вільні тяжкі часи. Можем, переможем. Ну а Белсат в последнее время считает, что показывать надо идеологически правильных людей, которые говорят всем удобные речи. Поэтому и приезжают на митинг только ради их выступления. Но это обоюдно и идеологически верные люди, им благодарны, и тоже приходят только ради своей речи на Белсате. Белсат, партия. Я, например, человек, да, белоруска. Здесь присутствуют тоже белорусы. Наше мнение не учитывается. Вот они сейчас просто спокойно. Да. Такой страшной катастрофы, которая... Мы посчитали необходимым это показать. Надоела прилизанная показуха. Если кто сомневается, может посмотреть немонтированное видео на Фейсбуке. А потребовать менавіта свободи Білорусі, свободи білоруського народу і свободи білоруських політв'язнів. Живе Білорусь! Живе! Нас об'єднує те, що ми бачимо першочергові задачі визволення політв'язнів. Свободу політв'язнів! Свободу! Свободу Білорусі! Свободу політв'язнів! Живе Білорусь! Живе!